Что такое в принципе утилизбор? Рано или поздно любой автомобиль исчерпает свой ресурс, и когда ваш железный друг превратится в груду металла, его нужно переработать. Поэтому при ввозе заграничной машины в нашу необъятную будьте готовы заплатить пошлину. Да, автомобиль еще новенький, а думать о том, как его утилизовать, государство решило заранее. При этом сумма сбора разная, влияет на нее несколько факторов. Это объем и тип двигателя, возраст вашего транспорта и что вы будете делать с автомобилем дальше – продавать или пользоваться лично. Для физлиц, что нас интересует больше всего, действует льгота. Если автомобилю меньше 3 лет, заплатите 3 400, больше 3 – 5200 рублей. Ну, казалось бы, ладно, на фоне общей стоимости автомобиля эти несколько тысяч – капля в море и погоды не сделают. Но этой осенью Минпромторг изменил правила утилизбора. Теперь при расчете учитывается еще и мощность двигателя. Если двигатель может выжать больше 160 лошадиных сил, утилизбор составит уже не 3 и 5, а сотни тысяч и даже миллионы рублей. И чем мощнее автомобиль, тем больше вы заплатите. Возьмем, например, любимый якутянами за неубиваемость Land Cruiser Prado. Со старым утилизационным сбором он составлял 5200 рублей. Итоговая цена она выходила где-то от 3,5 миллионов рублей. Вот. А с новым утилизационным сбором это у нас от 2 до 3 миллионов рублей будет расти. И итоговая цена на него поднимется до 6,5 миллионов рублей. Эту новость обсуждают, конечно, по всей стране, но по-настоящему она взбудоражила Дальний Восток. Во Владивостоке, автомобильной столице России, уже провели митинг против повышения утилизбора. Приморцы не верят, что перемены помогут бороться с серым импортом или подогреют интерес к отечественному автопрому. Именно к таким аргументам апеллируют властимущие. Хватит грабить свой народ! Хватит грабить свой народ! Особенно сильно нововведения ударят по ценам на кроссоверы, гибриды и электрокары. Тревогу бьют дилеры популярных у нас нынче китайских машин. Правда, какие будут цены на авто из Поднебесной, пока что тайна, покрытая мраком. В салонах не берутся говорить точные цифры, но что станет дороже, практически не сомневаются. Что касается новых автомобилей, официальных дилеров, тоже никакой информации точной нету, но подорожание тоже ожидается. Потому что у нас имеется в линейке автомобилей мощностью больше, чем 160 лошадиных сил. Как в дальнейшем это повлияет на рынок, сложно сказать. Но мое мнение, как автолюбителя, как автомобилиста, это очень сложно. Это будет очень сложно. Поэтому если вы планируете приобретать автомобиль, успевайте до 1 декабря, потому что потом никто не знает, как это обернется, повышение утилизбора. Это новые машины. А что же со вторичкой? Ведь автомобили с пробегом на японских, китайских или корейских аукционах якутяне покупают куда больше. Тут участники рынка советуют не поддаваться панике. Самые популярные модели у нас все-таки автомобили до 160 лошадиных сил. На такие автомобили изменения в правилах расчета утилизационного сбора не касается. И действительно, если зайти на популярный сайт по продаже автомобилей, то самым большим предложением в Якутии, а значит и спросом, пользуются японки с мощностью поменьше. То есть при импорте такой же машины утилизбор будет в пределах разумного. Но реформа пусть не прямо, но косвенно повлияет на стоимость подержанных легковушек. Здесь эксперты солидарны. Японцы уже планируют повышать свои цены, так как людей будет больше играть на данных автомобилях. И, конечно, люди будут ставить больше цену, и, соответственно, цена на итоговом расчете цена возрастет на автомобиль. Повлечет подорожание и не только новых машин, также автомобилей со вторичного рынка. То есть ситуация будет у нас такая, что после поднятия утилизбора, я думаю, рынок замрет на какое-то время, а потом будут какие-то движения уже совершенно по новым условиям, совершенно по новым правилам. Удорожание утилизбора уже вызвало бум продаж, например, гибридов. Да и в целом автолюбители пытаются запрыгнуть в последний вагон. Это привело к очередям в несколько тысяч автовозов на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией. Если же обращаться к будущему, то перспективы обрисовывают нерадужные. По мнению Национального автомобильного союза, бюджет ежегодно будет терять 300 миллиардов рублей. Ведь люди просто перестанут покупать машины. Однако станет ли автомобиль признаком роскоши,
роскоши покажет только время. Ржена Гармаева, Семен Семенов, Иван Сорокаумов, Якутск.